Итак, ребята, мы начинаем с вами урок по произведению Максима Горького «Сердце матери». Максим Горький «Сердце матери» из цикла «Сказки об Италии». Один из периодов жизни Максима Горького прошли в Италии. На острове Капри у него была вдохновлена идея написать сказки об Италии. Итак, ребята, вы на этой доске видите историю создания сказки об Италии, фрагменты его жизни, проведенной в Италии. Ребята, мы с вами сделали краткий обзор о произведении сказки об Италии. Мы узнали историю создания этого произведения. Мы узнали автора, который провел свою жизнь, определенную часть своей жизни он провел в Италии. Мы узнали, что он из истории итальянского народа, из периодической печати узнал много легенд. Эти легенды он написал в своих произведениях, которые разделил на циклы. Одним из циклов, которых мы сегодня будем с вами разбирать, это «Сердце матери». Сегодня у нас закрепляющий урок. Цель нашего урока такова, ребята. Формировать представление учащихся о роли матери в жизни каждого человека, о материнской любви, воспитать уважительное отношение к матери, патриотических чувств. Итак, ребята, мы с вами знаем, да, мы уже с вами прошли это, но так как у нас смарт-урок, президент Садак проведет сейчас свой этот этап урока. Посмотрите. Сондықтан мында саяси карта бойынша топқа бөлініп келіп отыр. Қазір бір шоколадкадан ала қоямыз. Кімде қандай қай дүние бөлігінің елі түседі, сол жерге ала қоямыз. Қарамаймыз, бір-біріне тез ала отыр. Топқа бөлінеміз, тез. Кімде қандай дүние бөлігінің елі түсті, сол дүние бөлігіне барып отыра қойыңыздар. Тез ала қоямыз. Нет. Так, бірінші топ. Европа. Әркім өз дүние бөлігіне барып отырсын. Кімде қандай ел түсті. Азия. Екінші топ. Азия осыған жиналады. Осы топқа қалады. И Америка. Так, а у вас как все меняется, кстати? Вы же знаете, какой материк где? Чили где? Чили, Америка. Давайте. Следующее задание. Любовь и страдания. Вы должны будете сейчас на этих стикерах, ручках, написать про любовь и страдания по этому тексту. И каждый, когда будете подходить, надо будет на эту доску наклеивать. Если вы про любовь... Угу. Любовь, да? Хорошо. Это страдание. Да, хорошо. Дальше. Да. Нет, берите сами, вот что вы там поняли из текста? Можно по одному слову? Не обязательно словосочетание, обязательно предложение. Пожалуйста. Да. Читай громко. Любовь к городу. Любовь к городу, хорошо. Ага. И страдания о прошлом. Страдания о прошлом, хорошо. Так, нет? Дальше. Поактивнее, давайте побыстрее. Можно, входите. Можно не поднимать руки, вывешивайте и читайте. Я буду здесь стоять. Любовь к сыну выражается по-разному, и мать готова на все ради чада. Угу. Так, хорошо. И второе страдание – это боязнь остаться без своего сына. Ага, хорошо. Дальше. Страдания и гонения города, который воспитал Тимура. Так, хорошо, отлично. Так, дальше. Любовь к родине. Хорошо. И страдание – это, к сожалению, воспитание. Угу. Отлично. Воспитание, да, сожаление, воспитание. Хорошо, дальше.
Так. Угу. Задание это Одиночество. Так, хорошо. Дальше, пожалуйста. Я люблю только славу и тебя за то, что... Я люблю только славу и тебя за то, что ты меня родила таким, какой я есть. Угу. Хорошо. Любовь к родине и гордость за своего сына. Ага. А также страдания матери от сына измены. Хорошо. Сейчас групповое задание для вас всех. Вы должны будете сейчас создать живую картину. Что это такое живая картина? Это значит, вы берете один из образов сказки, да, и кого-то готовите в этот образ, например, волка, да, сами знаете, изображаете что-то, и потом описывайте этот сюжет. Все, пожалуйста, договоритесь, переговорите, минуту для да, персонаж может быть, да. Договоритесь, переговоритесь. Вы кого хотите? Так, хорошо. Одновременно мы Ильных посадим на авторский стул. Да? На авторский стул, пожалуйста, Ильных. Хорошо. Вам слово? Я мать с большой буквы. Я защищаю своего ребенка, чтобы с ним не было. И для вас он враг, а для меня он сын, которого я знаю за 9 месяцев до его рождения. Мать творит и сохраняет жизни, но закрыв свое лицо и опустив голову свою, потому что стыдно мне за сына своего. Я мать, и я думаю о сыне и о родине, во главе людей, которые разрушили город, и там был и мой сын. Конечно, мой сын просто... Тихо. Конечно, мой сын поступил неправильно, я его не оправдываю. Но и как бы он разрушил свой родной город. А ведь когда-то я на него смотрела с уважением и с гордостью. Я хожу ночами по темным улицам, многие пугаются моей черной фигуры, думая, что я смерть. Но называют отчетливо и ясно мать изменника Марьяна. Я попросила открыть ворота города, чтобы уйти и поговорить со своим сыном, наставив его на правильный путь. Но все мои старания были напрасны, потому что я убила своего сына. Своему сыну, конечно, любовь безгранична, но предпочтение я отдала своей родине, своему родному городу, и это был мой долг. хорошо. Считаю себя кровожадным полководцем, также талантливым тактиком и одним из величайших правителей истории. Но после потери своего сына Джихангира улыбка пропала из моего лица. 30 лет я никому не улыбался и ходил с милым лицом. Но однажды ко мне подошла гордая женщина в простом поношенном одеянии и гордо потребовала вернуть ей ее сына. Знакомо мне это чувство, потому что я тоже потерял своего сына. Я приказал своим нукерам и своим слугам во всех моих владениях отыскать сына бедной женщины. Затем, после того, как мы нашли ее сына, я воспитал его. Я хотел, чтобы он стал моим преемником, и затем я добился своей цели. Пожалуйста, мать изменника. Как выглядела мать перед Тимуром? Руку, можно сразу. Как выглядела мать перед Тимуром, когда она пришла к Тимуру? Хорошо? Она была угрюмой и была похожа на саму смерть. Все жители этого города боялись ее и избегали. Это неправильно. Это второй? Она была очень смелая, не боялась и говорила смело. Да, вот так. Гордо стояла, да? Смелая была, гордо стояла. Так, хорошо. Так, как она обращалась к Тимуру? Каким тоном? На равных. Какое местоимение было там использовано? Ты. Было использовано местоимение ты. Хорошо. Так, следующий вопрос. Какой был Тимур? Расскажите про образ Тимура. Так, вот так, вот только руку поднимать. Так, пожалуйста, Айна. Жестоким, серьезным. Человек. А кем он был? Ключевым
Правителем. Он был правителем. Правителем чего? Государство. Одного государства? Средняя Азия. Он захватил территорию Средней Азии. Да? Он захватил территорию Средней Азии, да? Захватил. Хорошо, ответ хороший, хорошо. Пожалуйста. Так, дальше, следующее. Что хотела мать? Пожалуйста, вы, третья группа, для вас вопрос. Что хотела мать? Вернуть своего сына. Верный ответ? Да. Верный ответ, да. Вернуть своего сына. Так, хорошо, следующий вопрос. Кто хочет озвучить? Прочитайте. Про какой город говорится? Да. Про какой город говорится мать изменник? Вы когда мать изменник? Город Италия. Это Италия, это страна. Город. Это тоже вот это столица. Салерно. Вот. Полезно. Хорошо. Полезно. Очень хорошо, Алдия. Вот это у нас. Анна прочитала. Марина, 20 слов сегодня помнишь, да? Так, следующее. Как себя чувствовала мать изменника? Какие чувства были у матери изменника? Пожалуйста, для вас. Айтуар, что чувствовала мать изменника? Скажи, пожалуйста, Стань. Угу. Что она чувствовала? Само слово говорит изменник. Она ходила с гордо поднятой головой? Нет. Вот, начинай с этого. Она ходила, ну, не с гордой головой. Так. Ей было стыдно. Ей было стыдно. Первый, хорошо. Дальше. Еще? Ну, давай, один момент. Еще один момент. Один. Чувствовала вину свою за сына изменника, которого не смогла воспитать. Она его воспитала, но Она сожалела. она сожалела, да? А вы что хотите сказать? Ну, да, я соглашусь. Изучили, да? Полностью изучили материал. Ребята, я вам советую, помимо этих двух рассказов, прочитать еще «Старуху Изергиль». Пожалуйста, откройте и прочитайте, да? На следующем уроке мне расскажете, что это такое. Там тоже главная героиня, тоже мать. Так, хорошо, может кто-то пару слов скажет? Нет, да? Нет, хорошо. Ребята, сделаем так. Ваши баллы вы подсчитываете, да? На листочек пишем. Я сейчас напишу каждый свою фамилию напишет. И я выставлю на основании ваших баллов вам оценку. Так, хорошо? Каждый прочитайте свои баллы, пожалуйста. Каждый индивидуально свое, только свое. Каждый индивидуально